Приветствую всех, друзья. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать». Я Михаил Серкели. Я Иван Сяченко. И мы, Михаил, в Камрате. Мы в Камрате. Уже, не знаю, 16-й раз уже, который раз, да? Мы. Что уже считать? Что уже считать, да. Ну, в общем, приветствую всех, друзья. Значит, мы рады вновь встретиться с вами на наших каналах Nonfiction Святченко в YouTube и канале Нокта тоже в YouTube, на страничке Facebook, страничке Нокта в Фейсбуке и на Apple Podcast и Spotify Podcast. Вы можете смотреть и слушать нас. Подписываться можете, ставить лайки. Каждую среду мы для вас комментируем со здравым смыслом, долей иронии и честно молдавскую политику. Ну или то, что под этим подразумевается. Не всегда та молдавская политика, которая есть политика, является политикой. Слишком сложно сформулировал. А больше иронии, нет? Ну, это ж цирк порою. И ты хочешь сказать, что происходит особенно в последнее время, нет? Вот ты знаешь, множатся, как кролики весною, забавные новости вот из области молдавской политики. Ну, давай попробуем... давай, во-первых, пройдемся по этим основным новостям, да? И попытаемся объяснить, почему это все как кролики, как ты сказал? Весною. Множатся, как кролики весной. Да. Множатся, как кролики весной, да. Ну, в общем, друзья, я готов, как обычно, по традиции озвучить нам наше меню. И в меню очень много интересных вещей. Я вот сейчас буквально прошу прощения... Не знаешь, с чего начать? Я даже не знаю, с чего начать, да. А начать мы можем с новости о том, что у нас появился новый кандидат. Вау! Вот это новость! Ирина Влах заявила о том, что она собирается баллотироваться на этих выборах. Да, вау, номер 2. Сегодня... А будто мы и не догадывались, да, что она собирается баллотироваться. Поговорим об этом. Поговорим также о том, что появился какой-то инсайт у Владимира Соловьева. Ну, не московского Владимира Соловьева, а кишиневского Владимира Соловьева. Который немножко московский Владимир Соловьев. Московский Владимир Соловьев, который сообщил нам о том, что его источники, и догадайтесь, кто могли бы быть эти источники, сообщили, что Наталья Мореш, скорее всего, будет баллотироваться на предстоящих выборах президента. Тут же мы поговорим немножко о партии «Феникс» Платона, да? Вячеслава, да, извините, да. Потом мы поговорим, напомни, Иван, о чем мы еще поговорим. Я вот пытаюсь открыть наш... Про социологию поговорим. Да, мы поговорим об последнем опросе IRI, Международного республиканского института, который провел замер общественного мнения. Довольно такой обширный социологический срез. Ну, это такой барометр, да, общественного мнения, который они проводят, как правило, летом. Мы поговорим также о, курьезе, не знаю, как это назвать, об опыте и впечатлениях Ирины Ромалийской, журналистки настоящего времени, которая побывала в Молдове. И переполнена впечатлениями. Абсолютно, особенно из Гагаузии. Ну и поговорим мы, завершим, с событиями, которые происходили в Украине не так давно. Это удар по трагическим событиям, да, удар по детской больнице Ахмадит в Киеве. И выяснилось, что в момент удара по украинской больнице, детской больнице в Киеве Ахмадит, там как раз оперировали ребенка из Молдовы. И, о чудо, ни один из кандидатов, которые появляются, как ты сказал, как зайцы после... Кролики весной размножаются. Ни слова, к сожалению, это, конечно, не смешно, да, ни слова не обмолвились о том. Они повторяют, что нас втягивают в войну, но вот никак не проявили солидарность с этой семьей и не обратили внимания на то, что наши дети вынуждены вот таким вот образом страдать. И никто не говорит, кто начал эту войну, зачем нужна эта война. И главное, не осуждают. Мы об этом говорили неоднократно, но важно это еще раз повторять и напоминать об этом тем кандидатам, которые хотят или считают себя достойными занять кресло президента Республики Молдова. Те, кто еще не осудил, естественно. Ну, в общем, такое у нас меню, друзья. По традиции призываю вас подписываться, делиться этим видео, ставить лайки и комментировать, друзья. Комментируйте, нам очень нравятся ваши комментарии. Я думаю, вам самим нравится читать те комментарии, которые вы оставляете под нашими видео. Прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему выпуску.
Друзья, мы вернулись. Вы смотрите и слушаете подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, рубрика, мы так ее назвали, да, договорились назвать, рубрика «Сказочные кандидаты». Их все больше и больше. Их все больше и больше. Вот Ирина Влахова заявила о том, что она собирается баллотироваться. И тут несколько моментов. Ну, с другой стороны, зачем мы вообще это обсуждаем? Раз, давай объясним нашим, сами себе. Да? Это хороший вопрос. Давай подумаем. Зачем мы вообще это обсуждаем? И второе, как, ну а в чем проблема в том, что Ирина Влах баллотируется? Проблемы нет. Ну, слушай, хочет человек развлекаться на здоровье. Плюс это ее законное конституционное право выдвигать себя кандидатом, баллотироваться, получать определенную поддержку избирателей. Бог в помощь, транспарант навстречу и до свидания. О, хорошо, а какие у нас претензии к Ирине Влах? Ну, претензий к Ирине Влах можно много сформулировать. Тебе или жителю Гагаузии не знать, какие претензии можно сформулировать в отношении госпожи Ну, бывшей просто пашканши. я, как уже знаешь, как-то бабка, не знаю как, но не так, знаешь. Это очень распространенный, не то чтобы мем, но такая шутка про гагаузскую свекровь, да. То есть, Нашу область наградили, дали орден Ленина. Да чего же моя Милка мне осточертенила. ну, Ирина Влах, в смысле. Ну, типа, да. Ну, смотри, во-первых, если серьезно, да, действительно, Ирина Влах имеет право баллотироваться. Да, действительно, как гражданин Республики Молдова, она на это имеет право. У нее даже есть какой-то политический опыт, политический бэкграунд. Она даже заявила, что она 20 лет в молдавской политике, и это, наверное, дает ей право и повод баллотироваться. Только я хочу понять, зачем и для чего. По опросам она никак не может выбраться за пределы своих 4%. Уже вот который опрос подряд, она включает, ее замеряют. Это, по-моему, второй или третий опрос, где я, во всяком случае, вижу Ирину Влах. Наверняка, вполне возможно, там больше опросов было, где замеряют ее на национальном уровне, уровень ее доверия. Но она никак не может вот выбраться за свои 4%. Если бы Ирина Влах заказывала эти соцопросы, она бы выбралась наверняка. Она была бы там, не знаю, даже 20% у нее было бы, наверное, и так далее. А может и 50. А может и 50. И тут несколько вопросов. Ну, во-первых, с позитивного, да, что нужно отдать Ирине Влах? Ну, Ирине Влах нужно отдать должное. Есть два таких качества, которые Ирине Влах не занимать. Качество номер один: Ирина Влах очень трудолюбивая. Это хорошо. Это хорошо. Ну, теперь давай... Второе качество, это у нее... Вот мне очень нравится в румынском языке такое слово «тупел». Да, наглость, да, такая. Я не слышал такое слово в румынском. Мул тупел. То есть, как бы в румынском языке есть такое слово. Оно мне нравится, потому что в русском оно звучит как-то. Оно звучит Игра слов идет. И наглая, и умная, Да. и трудолюбивая. Какое хорошее сочетание. И все в одной. И все в одной Ирине Влах, понимаешь? Хорошо. То есть Ирина Влах теперь о трудолюбии. Но вот наблюдая за ее политической карьерой, да, у нее очень много упорства. Она упорно бьет в одну точку, делает практически одно и то же. И все, что она делает, направлено на то, чтобы поддержать ее рейтинг или способствовать к тому, чтобы они говорили, создавать информационные поводы. Ну, в общем, ведет себя как настоящий политик. Не в коня корм, судя по вот... Ну, по опросам, да. А теперь давайте посмотрим, что же Ирина Влах делала как государственный деятель. Она же была еще государственным деятелем, она 10 лет была в парламенте, 8 лет была башканом Гагаузии и членом правительства, как бы, да, как-никак. И вся ее деятельность в должности башкана Гагаузии была направлена на то, чтобы формировать определенную повестку и исключительно политические мероприятия, которые способствуют удержанию ее рейтинга, чтобы о ней говорили. Да? То есть как бы и имидж ничто, жажда все, или как там наоборот, да? Жажда не все, имидж все. Жажда ничто, имидж все. То есть она не занималась государственным управлением, вот что я хочу сказать. То есть она не занималась вниканием там, в дела в Гагаузии, решением проблем в Гагаузии. В Гагаузии здесь были скандалы там, скандалы здесь. Она никогда не высказывалась по сложным вопросам, которые сказали в Гагаузии. Ее задача была и поехать куда-то, сделать фоточку, запостить у себя в Facebook. Рыбку съесть. Ну, не знаю, что там еще сделать. Попиариться немножко. Ну вот пиар — это наше все. Да? Спасибо, ты помог мне найти правильное слово. То есть ее вообще не заботило то, чем живет Гагаузия. Ее вообще не заботило, там, не знаю, елпук вонял в ее бытность башканом. Елпук вонял, деревья гнулись.
Ирина Влах. Ну, это на самом деле очень серьезная проблема, да, то есть как бы Ялпуг, главная река Буджакской степи, ну, фактически уже речка-говнотечка, извините за выражение, да, потому что весь Камрад туда сливает свои все нечистоты. Ну, там, слава богу, объявили, что Мировой банк, по-моему, финансирует сейчас строительство новых очистных сооружений или реконструкцию существующих очистных сооружений, там 8 миллионов евро или долларов проект. Ирину Влах это вообще не беспокоило, понимаете? Вообще не беспокоило. Пиар — это наше все. И вся ее деятельность была направлена на то, что она каждый день ездила куда-то, каждый день с кем-то встречалась, каждый день фоточки. Ну, фактически тем же, чем она занимается сейчас. Только она это делает сейчас на севере Молдовы. Флорешский район, Бельцы, и так Дроки, и так далее, и тому подобное. И у меня с этой точки зрения как бы вопрос. Окей, ты умеешь заниматься политикой, но став президентом, ты же не будешь заниматься только политикой. Да? Ты должна решать вопросы. Ну и самое главное, обеспечивать признание страны на международном уровне. Ну, Ирина Влах запустила недавно фоточку с Виктором Орбаном. Наверное, она таким образом будет налаживать взаимоотношения. Наверное, выучила венгерский. После румынского сразу. После румынского. Просто, насколько я так понимаю, что с английским у нее не очень. Нет. Если президент... Прям никак. Борони Боже. Прям никак. Ирина Влах у нас следующий или последующий. То а как скажешь общаться-то? По старинке, по-воронински, с сонмом переводчиков? Не совсем партнеры будут готовы вести переговоры с подобным персонажем. Думается мне. Есть... Нам очень нравится... У нее было очень много костюмов. Мы делали даже расследование по поводу ее гардероба, на что она очень сильно обиделась. Ну, я имею в виду Нокута, да, наши коллеги делали. И у нее есть такой костюм, который мы тоже очень любим. У нее такой белый костюм. Она сейчас, кстати, объявление о том, что она будет баллотироваться или собирается баллотироваться на президентских выборах, хотя, в принципе, как бы регистрация кандидатов еще не началась, она объявляла в белом костюмчике. Да? Я не знаю, это костюм, не тот, может быть, другой, но в аналогичном или в этом же белом костюме была ее вторая инаугурация в должности Башкана в 2019 году. И это сразу она напомнила такой анекдот. Знаешь, этот анекдот, значит, приходит человек в цирк и говорит: возьмите, говорит, меня на работу. Он говорит: ну, слушай, уйди отсюда. Я вам серьезно говорю. Возьмите, говорит, меня на работу, у меня есть очень хороший номер. Ну, ладно, говорит, рассказывай, что за, говорит, номер у тебя. Ну, говорит, номер следующий. Вы, говорит, во время заносите подвешенный чан с дерьмом в зал, да, зрительный. А говорит, и дальше что? И, говорит, по моему сигналу вы, говорит, его выливаете на публику. Хорошо, а дальше? А дальше я, говорит, захожу в белом фраке. И что? Все в говне, а я в белом фраке. Прекрасно. Вот примерно то же самое мне напоминало деятельность Ирины Влах все 8 лет. И результат деятельности Ирины Влах – это приход партии Илона Шора к власти в Гагаузии. Или Илона Шора, его партия, у него много партий, многоликий Илон Шор. Да, вот этот Кощей. Янус. Да. Он пришел к власти, и я думаю, что это наследие Ирины Влах. То есть Ирина Влах не сделала ничего для того, чтобы препятствовать. И более того, Ирина Влах ни разу не высказалась относительно того, что Илон Шор взял власть в Гагаузии. Илон Шор, который осужден на 15 лет. Илон Шор, который участвовал в краже миллиарда. И вот буквально недавно была ситуация с Атпралином. Ее сторонник активный, все 8 лет ее поддерживал, Константин Келиш. Он и в должности депутата ее поддерживал. Он был членом команды, которая объявляла, что она собирается идти на выборы. Вот как буквально сегодня мы видели, там молодые люди вокруг нее стоят, где она объявляет о том, что она идет в президенты. Ровно в 2000... Не идет, а ползет. Окей, ползет, да. В 2015 году была такая же группа людей, среди которых был Константин Келиш, начальник Атпралина, да, ну, уже бывший начальник Атпралина, конефирмы в Чудерлунге. И он был членом ее команды, ее поддерживал. И вот с Константином Келишем шоровцы творят то, что они творят сейчас. Просто человека выгнали с работы, фактически, да, создали ему нечеловеческие условия, ему пришлось оттуда уйти. И она ни словом не обмолвилась, ничего не высказала свое мнение, не осудила такие неприемлемые действия в отношении члена ее команды, бывшего, да? Ну так бывшего же. Ну так... Что тебя так удивляет? Это бывший член команды, сейчас уже политического веса не имеет. Нужны другие члены команды. Вполне себе такое циничное поведение политика. Может быть, не республиканского масштаба, такого районного. Местечкового. Ну, опять же,
Мне очень интересно всегда смотреть на список кандидатов в президенты. Они у нас раз в 4 года появляются. По той простой причине, что результаты выборов в первом, по крайней мере, туре расставляют все на свои места. Угу. И самые вот громковоняющие люди, кандидаты в президенты, которые говорят: за мной народ, за мной север, за мной юг, и восток, и запад, и нужно дружить с теми и с теми, и быть мостом между Европой и Российской Федерацией. Доступно на 360 градусов. На 360 градусов во все, так сказать, дыхательные и прочие. Не будем углубляться. Короче. Анекдот по этому поводу есть? Да, есть. Есть много анекдотов на эту тему. Потом они получают свои 1500 голосов и хотя бы на 4 года затыкаются. Не, это не тот случай. Ну, слушай, посмотрим, но я не думаю, что там будут сокрушительные, восторженные результаты. Если они вообще будут, если она соберет подписи. Нужно собрать от 15 до 25 тысяч подписей, да? Ну, по-моему, да. Закон требует для всех кандидатов, все, кто хочет баллотироваться, должны представить в Центральную избирательную комиссию список с подписями или с подписями. С подписями, ну, Михаил, с подписями. В поддержку своего движения, да. Может быть, Карина Влахи с подписями она представит. С подписями, да? Да. Извините. Мы же русские все-таки. Русские. Я не С нами русский. Бог. Я не русский. Ну, я не тоже русский, так. Да. Не с нами. Да. Значит, от 15 до 25 тысяч подписей, а не подписей, да? Подпись. Ну, не проблема же набрать. По-моему, большая проблема. 25 Слушай, усредним 20 тысяч человек должны прийти со своими бюллетенами в какое-то определенное место, Отдать свои данные. заполнить личные, эти вот бумажки, поставить подпись. Подпися. Подпися, да, сделать. Но это не просто. Может быть, у нее есть такая поддержка и на уровне Гагаузии, но там нужно половина, или сколько там районов, чтобы страна наша участвовала в сборе подписей. А вот кто за Ирину Влах готов подписываться в Кишиневе... Ставить свои подписи. Да, бог его знает. Но опять же, конституционное в право... Кишиневе, видишь, она активно атакует север, Бельцев, Ларешты, что там еще? Не атакует, Руки. надоедает. Что делает? Надоедает. Людям, да? Надоедает людям. Ну, зачем? Кстати, очень интересно. У нас как бы следующая тема, как бы слухи, да, или про Наталью Марарь, инсайды Владимира Соловьева. Ну, очень интересно, да, то есть и Наталья Марарь, и Ирина Влах были участниками того самого квадратно-гнездового стола, где они искали единого кандидата на должность президента от оппозиции. И тут вот первая участница этого... Не, подожди, она не первая. До нее там Ион Кику заявил, что он собирается баллотироваться. Филат заявил, что он собирается баллотироваться. Ульяновский заявил, что тоже участник этого квадратно-гнездового стола, заявил, что он собирается баллотироваться. Вот Наталья Марарь, инициаторша этого квадратно-гнездового стола, судя по всему, по инсайдам Владимира Соловьева, собирается баллотироваться. Зачем нужен был этот квадратно-гнездовой стол? И зачем им идти на выборы, если как бы опросы показывают, в случае с Ириной Влах, 4%. И с Ионом Кику примерно то же самое. И Ульяновского вообще даже не замеряет, его там нету даже вопросов. Однако за время пути жабы и гадюки могли подрасти. И они подросли. За то время, прошедшее со времен поисков единого кандидата, немножко подпухли. И каждый хочет себе свою долю электората, свою долю славы. 15 минут, по крайней мере, точно. Ну и любовь электората, наверное. Либо просто выполнение заказов, скорее всего, поступающих с Востока и не из Китая. И не из Китая. Нет. Ну, хорошо, судя по опросам, не подросли. Ну, жаба-то, она внутренняя. Ага. Совершенно не значит, что жаба должна отражаться в рейтингах или в социологических опросах. Это внутренняя жаба, которая с возрастом пухнет, растет. А время-то идет, и результатов особых... Ну, я не знаю, сколько там кто из участников электоральных гонок наворовал, какое количество миллионов.
Но время идет, и электоральные циклы, они тоже не бесконечные для этих персонажей. Ну и интересно, на какие деньги вся эта бурная политическая... Сэкономленные, но на какие? На какие? На сэкономленные деньги от заработной платы башка на депутата Да. парламента. А кофточки, это же вот все, вот вы ковыряетесь в чужих гардеробах. А кофточку Макс Мара продашь? 1500 евро получишь. Макс Мара. Да. Ну, это ж кофточку надо было купить. Ну, что-то мы как бы не видим, Может быть, в кредит. без кофточек. Ну, ты хочешь, чтобы она голая выступала, или что же без кофточек она? Как? Ну, кофточки как бы на ней есть. Кофточки есть, но, может быть, подешевле. А дорогие на аукционе, знаешь, эти вот, как они... Сотбис. Нет, ну какие Сотбис, ну, Михаил, Сотбис, Кристис. Нет, eBay, там вот, Амазоны, Гараж Сейл. Я не знаю, как они называются. Барахолка Камрад, знаешь, вот, телеграм-канал или там Вайбер какой-нибудь. Ну, я не видел такого. Ты что, следишь за этими форумами? Не, ну подожди, ну это же появилось бы, я не знаю. Может быть, не она, может быть, ее помощник продает. Угу. Ну, где-то я не видел, что продавалась кофточка. А ты бы купил бы или что? Не, ну просто хотелось бы видеть человека, который купил. И на стенку повесил на память. Потом автограф выбрал. Да, кстати, она любила ставить автографы. Был такой курьез. На лбу там на каком? Нет, на спине у ребенка. На спине у ребенка. Прекрасная женщина. Мудрый политик. Прям вот. Наверное, ей посоветовали ее пиарщики. Мудрый ход. Пиар-ход. Ну что, перейдем к Наталье Мораль? Давай. Давно у нас тут не было. Ну, хорошо, а как мы резюмируем эту часть? Как резюмируем? Имеет право, да? Имеет Понятно. право. Мы желаем всяческих успехов в нелегком штурме Олимпа власти. Ну и что еще? Что ты на меня смотришь? Думаешь, я продолжать буду? Или что? Желаем удачи. До новых встреч. Спокойной ночи, малыши. Я нет, не присоединяюсь. Окей, ладно. Конечно, мне доброе утро, малыши, или что? Нет, к малышам, да, вот к удаче нет. Резюмировали. Да. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Значит, у нас в нашем меню на сегодня инсайт, который опубликовал Владимир Соловьев в газете «Коммерсант». Московской. Российской, да. Владелец которой Алишер Бурханович Усманов, да, российский олигарх узбекского происхождения, у которого был конфликт с покойным ныне убитым Навальным. Помнишь, да? Расследование было. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Да, тьфу на тебя еще раз. Это было из домика для уточки Дмитрия Медведева, по-моему, да? Бог его знает. Да. Что-то там с этим было связано. Ну, в общем, не суть. В общем, этот Владимир Соловьев, значит, наш кишиневский, немного московский, публиковал статью, где... Слушай, наоборот. Почему? Московский, немного кишиневский. Может быть так, да, согласен. Живет, ну, как, ладно, не знаю, где он живет. Но здесь он основатель ньюсмейкера, да? Да. Да. Значит, вот Владимир Соловьев пишет, что как бы не исключено, что Наталья Мораль скоро объявит о своем участии на президентских выборах. Несколько источников ему это подтвердили. Мне просто интересно, кто эти... Неужели он не позвонил Наталье Мораль, чтобы узнать эту информацию? Догадайтесь, есть ли среди этих источников Наталья Мораль? Ну да. Интересный взгляд на журналистику, ну, впрочем. У каждого своя У школа. каждого свои, ну вот, Источники. источники, методы добывания информации. Окей. Хорошо, а какие претензии у нас к Наталье Мораль? Никаких. Какие, может быть, претензии к Наталье Мораль? Любовь, уважение, преклонение. Я не буду говорить, что готовность голосовать. А перед чем преклонение-то? Ну, глаза красивые у нее. И Не, я серьезно сейчас. тембр голоса. А дальше что? А то, что произошло в журналистике. Унди миллиарду и потом солнышко и так далее и тому подобное. Ну, что, я ж не могу оценивать эти солнышки. То, что сейчас она выдает на гора кучу говна в своем Ютьюбе с проплаченными лайками и количеством просмотров, для меня, как участника Ютьюба молдавского, совершенно очевидно. Потому что при всех... 800 постов и каждый на продвижу, по-моему, да? Там, по 500 Там публикаций. тратится прям 1000 евро на рекламу. На каждый выпуск. Если... Там еще может быть не только реклама и фабрики троллей. Да.
зарядил там 400 телефонов, сидят 10 человек и лайкают, там просмотры обеспечивают, потому что там у нее один из инвитат перманент, как это называется, по-русски, как это говорится по-русски? Постоянный гость. Постоянный гость. Их там несколько. Асталеп и Григорий Гонза, или Георгий Гонза. Георгий Гонза у него тоже постоянно? Да, один из, по-моему. Ну я вот не настолько. Ну, самый не настолько частый внимательно, как ты. Я слежу за этим. Самый частый там, да, Валерий Асталеп, он то ли раз в месяц, то ли что-то. Бывший замминистра давно уж, да, это было. Вспоминают ему Замминистра эту иностранных дел. должность. Он в 2007, где-то в 2008 был. Ну, при Воронине, да? Да, прошло всего-то 20 лет. Почти. Вот. Так вот, при всем, значит, опять же, преклонении перед талантами господина Асталепа, в Молдове интервью, постоянно повторяющееся, с этим прекрасным, интересным, ярчайшим, как там, феерически, сказочный персонаж, они не могут набирать 100 тысяч просмотров, потому что этого не может быть никогда. А они набирают. У Натальи Мораль. Да, как ты объяснишь это волшебство? Ловкость рук, никакого мошенничества. А что еще? Деньги. Ну, наверное, да. Интересно, чьи? Если ты намекаешь на... Солнышко. Ну, не на солнышко, а на, так сказать... Как же бы это сказать? Ну, не потребитель солнышка. А любовь солнышко. Ну да. На Вячеслава Платона. Они же Ну да. вполне себе много раз говорили про любовь. Да. Он неоднократно заявлял, что он не имеет никакого отношения к политической и журналистской деятельности Натальи Мораль, что это разные совершенно проекты. Он, разумеется, желает ей тоже удачи, но денег на это не тратит. С другой стороны, наверное, у Натальи Мораль тоже есть кофточки Макс Мара, и можно их продать. Да, но Наталья Мораль не опровергла тот факт, что она собирается идти. Ну, подождем. Что ж. Подождем. Хорошо, окей. Опять же, а зачем мы это обсуждаем? Да? То есть, как бы это в ту же... Этот Наталья Мораль такой же человек или соискатель, который вместе с Ириной Влахи искала общего кандидата. Единого кандидата. Наверное, Плохо искала. Плохо искала. Наверное, хотели себя предложить должность в качестве единого Постеснялись? кандидата. А потом все-таки жаба распухла, гадюка надулась. Внутренняя, да. И решили нет. Не будем мы искать общего. Других кандидатов. Что там нам тот Стоиногло, в конце концов? Ну что? Он же не политик. А тут... Будет ли ее поддерживать Платон, как ты думаешь? Ну, морально точно. Морально точно. Да. Материально, и он говорит, нет, ну, поверим. У господина Платона свои расходы. У него вон партия... Феникс. Она, правда, судя по прекрасной презентации или информационному поводу, где вот собрались люди, ну, скажем так, третьего возраста, Да. которые поведут в светлое будущее Молдову, наверное, объединившись с якорем перемен. Вот фотографии у нас, да, собрались. Прекрасная компания. Ну, обстановка не так, чтобы для очень богатого человека. Ну, это больше похоже, там, не знаю, где. С другой стороны, это для народа. Да? Вот оно. Мы рядом с народом. Как бы говорит Вячеслав Платон из Лондона. Мы вот, ну что. Ну и пришли кто там, я не знаю, кто пришел, наверное. Что почем люди хотят узнать. А маршрутку оплачивают? А суточные какие? А надо ли ездить в Москву? А может быть, надо будет ездить в Лондон? Так мы не уж хотим в Лондон. На самом деле, Блок Победа должен был создаваться в Лондоне. Почему? Ну, во-первых, Лондон интереснее сегодня, например, нежели Москва. Во-вторых, Там есть шпили. О, боже. Шпили тоже есть, но если вилли. Шпили есть. Ну, что, зачем нам шпили? Да. Да, про шпили Или- надо у других спрашивать. Да. Не будем углубляться в пошлость. Не будем. Нет, он же назвал Феникс, да? Феникс это что? Это партия... Тотемная птица из пепла, да. Господи, Дамблдора. Да. Вот он, понимаешь, у него такой шиш, у него... Его партия это как невероятная история Бенджамина Баттона. Понимаешь? Он сначала из пепла, потом вот примкнул к людям третьего возраста, потом к молодым, и, глядишь, к парламентским выборам вообще станет младенческой партией. Янус Полуэктович Полуэктов, по-моему, его звали. Понедельник начинается в субботу, если ты помнишь, Стругацких. Там вот один директор ничего,
двигался взад по временной петле. Может быть, партия «Феникс» тоже двигается взад по временной петле и углубиться во времена альянсов за европейскую интеграцию, будет бороться за власть вместе с Филатом, с Урикяном. Дальше будет бороться с Ворониным. Дойдет Потом с Лучинского. А там, в конце концов, и Брежнев. Семен Брежнев. Подожди, Семен Гросс у нас там был. Ты не перебегай дорогу-то. Это ж бонзы. Ну и в конце концов, я думаю, не все успокоятся в 22-м году, когда образовался СССР. А дальше царизм. 13-й год, мирный. Все хорошо. И нет партии «Феникс». Опять. Растворяется в воздухе, как радуга. Как Путин в повести Проханова. Растворился радугой. В качестве резюме. Это было, да. Может быть и так. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, почему вернемся и продолжим наше обсуждение опросом IRI, Международного республиканского института, извините, да, барометр общественного мнения. Поговорим об этом. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Хихоньки да хахоньки вам все. Да, все. Нам. Тут, да. Все. Мы сегодня, в этой части мы поговорим об опросе Международного республиканского института, IRI, да, International Republican Institute, который уже не один год проводит опросы в нашей стране. Это, некое подобие барометра общественного мнения. Иван меня поправил, да, это не БОМ, потому что традиционно БОМ, опрос, который называется барометром общественного мнения в Республике Молдова, проводит Василий Конторжи, Валерий Паша. Институт общественной политики раньше его проводил, да. Господин Барбароша, господин Бацан. Бацан, да. Они его проводили. Здесь просто такой опрос политических настроений Молдовы. Давайте я проверю, как он называется. Мы сегодня его обсуждали, да, чтобы не быть многословным. Да, National Survey of Moldova. Национальный опрос Молдовы, так он называется. За май-июнь 2024 года. Ну, в этом опросе, значит, они выявляют различные настроения по различным областям, как бы, что волнует людей, что не волнует, их предпочтения политические, за кого бы они проголосовали на предстоящих президентских выборах, как они относятся к международной политике, как они относятся к основным международным партнерам, да, как относятся к процессу европейской интеграции, проголосовали бы, не проголосовали бы и так далее. И нам, конечно же, интересен рейтинг, прежде всего, рейтинг политиков. Давай начнем с этого. Government, правительство, да? Тут они задали вопрос о рейтинге тех или иных политиков. Ну, замеряется рейтинг Майя Санду, у которой, значит, рейтинг 36% по самым максимальным цифрам. За ней следует Ион Чебан, и за ним следует Игорь Дадон. Это о их рейтинге, да? Значит, which politician or public figure do you trust the most? Кому из политических ты хоть вот фигур замаскируй, что вот это американцы все это делали. Так на английском начинаешь говорить. Так здесь на английском написано, как бы. Они на другом языке не опубликовали просто. А могли бы. И на румынском могли бы, и на русском. То есть кому из политических и неполитических фигур вы доверяете больше всего? Майя Санду, Ион Чебан на втором месте, на третьем месте Игорь Дадон. Значит, Майя Санду больше всего доверяет 36%, и немного доверяют 3%. Ион Чебан 13% больше всего доверяют, и 7% немного доверяют. И за ним следует Игорь Дадон. То есть Ион Чебан по рейтингу доверия обошел Игоря Дадона. Фиксируем. Но оба не баллотируются в президенты. Ты думаешь, не баллотируется Игорь Дадон? Ну, Игорь Дадон говорит, что не собирается баллотироваться. И Ион Чебан сказал, что тоже не собирается баллотироваться. Вместо них Ирина Влах, Наталья Марари. Игорь Дадон уступает место... Наталья Марари, да. Сдвинулся в сторонку. А там оттуда как полезет. Политические партии. Если в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы, за какую партию проголосовали бы вы? Спрашивают социологи у людей. Значит, 33% проголосовали бы за партию «Действие и солидарность», за партию социалистов и проголосовали бы 15%. Ну, как бы здесь есть две цифры. Первый выбор, прежде всего, за
Первая цифра, значит, 33% за партию «Действие солидарность» и 2% second choice, второй выбор, тоже за партию «Действие солидарность». Second choice, да. choice. За партию Вашингтон. 15% и 7%. Ну, плюс суммируем это сколько? 22%. Тема Республика Молдова. Ворбим Румына, да? Да, Ворбим коррект. Румына. Да, Ворбим Румына. Ну, МАН тоже, у МАНа там 8 плюс 7, сколько, 15% получается. И президентские выборы. За кого бы вы проголосовали? Майя Санду лидирует, Игорь Дадон за ней. Но Игорь Дадон не собирается баллотироваться почему-то. Ну и как бы он не совсем за ней, все-таки в половину меньше. Ну да, в половину меньше. За ней, но не совсем за. Ну, то есть, как бы, если суммировать, там 41% у Майя Санду, 39 плюс 2. First choice 39, second choice. Да. Первый выбор 39, второй 2% второй выбор. И, опять же, Димон Чебан следует за Майя Санду, 10,10. Игорь Дадон. Коллеги, дайте, пожалуйста, этот опрос, если вы на экран. Игорь Дадон 10,6. Но Игорь Дадон не собирается баллотироваться. Почему? Если там Ирина Влах. Да, Ирина Влах, ну я же говорил, да, 4% у Ирины Влах, first choice и 4% second choice. А Наталья Мораль? Натальи Мораль здесь нет. Ее не забирают. И она в опросе по most prominent, да, то есть как бы инфлюенсеров. Там Не вот, политики. Не политики. Там Емельян Кресу, Георгий Гонца, Дарин Галбин, Александр Козырь и Наталья Мораль 3%. Вот, видишь, Доверяют это, между прочим, уже капитал политический. Там, правда, в этой табличке, на мой взгляд, странные разбросы респондентов, потому что вместе с Емельяном Крецу в этом же списке фигурирует, прости господи, Зинаида Жуля. Да. Каким боком она оказалась в этом 1%. Ну, тут, И Василий Костюк, и Василий который Костюк. вроде бы у нас лидер партии до недавних пор был. Тут Наталья Кептина, Наталья Албат, Ларина Богза. Тут очень много журналистов. Да? Ну, Зинаида Жуля. И Зинаида Жуля, да. 1%. Зинаида Жуля, единственное, когда засветилась в такой бурной общественной деятельности. Недавно ты имеешь в виду, да? Ну, не совсем недавно. А что, недавно что-то она где-то светилась? Ну, на какой-то тусовке она выступала политической, если не ошибаюсь. Я помню, что она рвала, образно говоря, на себе рубаху в поддержку одномандатного голосования Плохотнюка. При Плохотнюке. Да, вот это я запомнил. Песни пела буквально. Да. Да, выступала. С Одномандатному, да? Одномандатно выступала. Но как она в вопросе 2024 года очутилась? Ну, тут просто предложили людям назвать как бы публичные фигуры, которым они доверяют. Господи, ну Ион Суручану у нас фигура гораздо более заметная в этом культурном вот, плане. Да, Иона Суручану здесь нет. А Зинаида Жуля есть. А Зинаида Жуля есть. Ну ладно, Да. хорошо. И Валерия Столеп есть. Вот. Ты сегодня его Ты упоминал. смотри. 1%. А, видишь, не зря старается-то Наталья. Ты не зря, да, не зря Наталья. Может, слушай, может быть, Валерию Столепу надо А нас нет, баллотироваться? видишь, а нас нет. Вот как бы. Кого нас? Ты себя там Тебя. хотел? О, Господи, не, спасибо, что нас нет. Нет? Нет. Окей. Зинаида Жуля есть, а нас с тобой нет. Вон. А тебе завидно, да? Хочешь кофточку, как у Зинаиды Жули, небось, дорогую, да? Ну, может, Или что ты хочешь? Что тебе нужно? Микрофон. нет, не надо. Хочешь песни петь? Еще раз Выступать. Да, давай скажем про поддержку внешнего курса. International Relations. Международные отношения. Ну, давай. Давай. У меня просто другая выборка. Ну, давай твою. Референдум. Ну, да. Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о присоединении к ЕС, Да. в феврале было 48% за, а в июне, Михаил и уважаемые наши зрители, 53% за. Да. Тенденции хорошие. Тенденция хорошая. Не так, чтобы вот... Правильной дорогой идем. но правильной дорогой. Да, идем. До 60 к осени, а лучше к дню голосования до 80. Вот здесь меня беспокоит этот вопрос нейтралитет, который сейчас очень активно А эксплуатируется. там очень много за нейтралитет. Да, 55%. Он же нас не защищает, по сути, да? Ну, можно махать Конституцией Путину. Можно показывать телевизору и заряжать эту Конституцию эманациями Кремля. Сеансы, Да, да? да, Касперовского, да? Крыма. Собираем подписи, а потом заряжаем Крыма. В поддержку нейтралитета. Да, да. А у тебя есть объяснение, почему этот нейтралитет? Нет.
Скажу коротко, нет объяснения. Но это пропаганда, это информационная повестка на протяжении очень многих лет. Кто-то же объяснил, внушил людям, что он нас защищает. Ну, слушай, в 94 году кто-то объяснил, что в Конституции должна быть определенная статья. Да. Давай угадаем, кто. Аграрии тогда голосовали. Да. за неё, да. Кто такие аграрии? Это называется бывшие коммунисты. Кто такие бывшие коммунисты? Где у них начальники? У них начальники в Москве. Ты хочешь сказать, что все коммунисты? Потому что в одно время в Молдове партия коммунистов была запрещена, да, по-моему, ее запретили в Ну, начале. они стали аграрными демократами. Ага. То есть это не председатели колхозов, а... В том числе председатели колхозов. Ну, Мир Честнегур был кто? Председателем колхоза. Потом его национальный... Но он не был аграрием. Самосо- Он уже в аграрной партии не был или был? Я не помню. Не помнишь. Потом у него было ПВСМ. Угу. Партия Возрождения и Согласия. По-моему, так это называлось. Ну, как-то это вообще уже, я этого даже не помню. Я был на ее инаугурации Ого. в Театре оперы и балета. В качестве кого? Господи, ну в качестве кого? Ну, журналист в качестве кого? Ну, Было в общем, очень скучно. скучно Было было, да? невероятно скучно. Я на нескольких был инаугурациях партий, и обычно это тоска жуткая. Ну, в общем, я, наверное, понимаю, да, 55% людей посчитают, что нейтралитет — это наше все. Значит, тут, значит, вопрос такой. По твоему мнению, какие из следующих опций или вариантов лучше всего гарантируют нам безопасность? 55% считают, что нейтралитет. Прежде всего, и во второй степени, значит, 10% считают, что тоже нейтралитет, в общей сложности 65%. И считают, что наша безопасность будет обеспечена Европейским Союзом 13 плюс 12, 25%. Но при этом 53% готовы проголосовать за вхождение Молдовы в Европейский Союз. А еще растет количество людей, которые готовы проголосовать на референдуме за вступление в НАТО. Тоже медленными темпами, но, по-моему, на 4% по сравнению с предыдущим социологическим опросом этого же института выросло количество желающих вступить в НАТО. Тоже пока недостаточно для изменения Конституции, но тенденция такая есть. Ну да, вот оно в ноябре 2022 года было 26%, потом 30%, потом упало до 27%, сейчас 31%. Да. Может быть, поэтому некоторые кандидаты пытаются связать вхождение в Европейский Союз с утерей нейтралитета. Помнишь, была в одно время... Ну, да, мантра такая звучала. Ну, слушай, это все же опровергается элементарными фактами. Да, 4 страны, Австрия, Мальта, кто там еще, Кипр и Ирландия. Они члены Европейского Союза, но в НАТО не входят. Соответственно, мы делаем нехитрый вывод, что для вхождения в Европейский Союз, не обязательно вступать в НАТО. И не обязательно лишаться нейтралитета. Совершенно не обязательно. Любимому всеми. Это в качестве резюме, да? То есть, нет, в качестве резюме нам нужно сказать, что тут не совсем понятно, что творится на левом фланге. Кандидаты, которые имеют больше всего шансов, почему-то пока еще не объявили о своем участии в президентской гонке. А наоборот, уступают место. Ну, собирают деньги, причесываются. Ты хочешь сказать, что Игорь Додон в определенный момент может передумать? Конечно. Соберет деньги и причешется, и запросто может передумать. Очередной кулек получите? Кулек, чемодан. Помнишь, господин Шор потрясал в парламенте, что ли, такой большой сумкой, кожаной да. сумкой? Нет, это кожаная была или сумка клетчатая была, по-моему, нет? А может, клетчатая? По-моему, не Окей, клетчатая. сумка, да. Сумкой потрясал и говорил, вот я тебе, Игорек, покажу. Игорь. Ты еще что, забыл сумку? А сумка, напомню я нашим уважаемым зрителям, по словам Илана Шора и по сведениям из некоторых информированных чрезвычайно источников, фигурировала в Дворце Республики, в тогдашнем месте, где собирался парламент, в момент избрания президента Николая Тимофти. Опа. И, кажется, там было $3 миллиона, а может быть даже 3 миллиона евро. Угу. И Илон Шор намекает на то, что это было условие Голосование Игоря Додона за Николая Тимофти. Ну, и там Игорь Додон... Иван Чубан и Зинаида Гречана. Зинаида Гречана нет. И Вероника Барбчук. Да, Иван Чубан здесь. Не-не-не. Иван Чубан там, по-моему, не фигурировал. Не фигурировал. Додон Абрамчук и Зинаида Гречана. По-моему, Зинаида Гречана. Да. Вытащили Молдову из конституционного кризиса, помогли. И избрали вот этого прорумынского униониста. Николая Тимофти, да. Но, с другой стороны, $3 миллиона, если это правда, то сумма же неплохая.
На нее можно и кофточки покупать, и причесываться дорого. Все можно. Все можно. Не все, но много. Не все, да. Можно сделать благотворительный фонд у своей жены и отмывать деньги через него. А можно не отмывать деньги, а вот вкачивать вот этот миллион, который он получил, если они, конечно, по-честному разделили 3 ляма. Сомневаюсь, что по-честному, потому что, наверное, Игорь Дадон все же более жадный, нежели его товарки. Ну, то есть, как, смотри, Илон Шор предположил или намекнул, или слил инсайт. Ну, судя по его злобному выражению... ты сейчас строишь определенные уже... Делаешь выводы. Да, гипотетические выводы. Фантазирую, на самом деле. Мне иногда снятся сны. Вот мне порой снятся сны о том, что Игорь Дадон берет взятки. Делит деньги, да? Делит деньги с госпожой Гречаной. Не снится это. И не додает. Не то, что не додает, говорит, ты шо? Я-то тут первее. Ты кто такая? Тебе, 500 тысяч, а 1,5 ляма мне. 500 тысяч лей. Лею, может быть. Ты совсем думаешь, что он жадный. Хотя, наверное, жадный. Ну, это сны. Это сны, конечно. Правда, нам не приснилось, что у него дома проходил обыск. Его, кажется, Шурин ел записку. пытался сожрать не записку, а расписку. То ли речепису, то ли арвону. 25 тысяч за мебель Да, какую-то. не за мебель, а задаток за изготовление кухни. Опа. 25 штук евро. Это не вся сумма, а задаток. Задаток. 25. 25 тысяч. Ты понимаешь, что там за кухня будет? На которой будет готовить, видимо, владелец благотворительного фонда. А там будет печь благотворительные проекты, как пирожки. Вот. Это тоже... Но это уже не сон. Уже не сон, да. Но сон растаял. Вот он, последний бой. От Додоны. Друзья, мы прервемся на короткую паузу. Да, выйдем из сна. Да, и вернемся к вам с нашей передачей. Не переключайтесь. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, у нас на очереди опыт нашей коллеги. Наши уважаемые коллеги, гости Республики Молдова. Ирины Ромалийской. Она побывала, и, по-моему, еще она продолжает. Еще на Кишиневе, или в Молдове. Или в Молдове, да. Ну, в общем, она приехала сюда, делать репортаж про Молдову, в контексте вот этих вот всех политических событий и предстоящих президентских выборов и референдума. И вот она у себя в Фейсбуке поделилась некоторыми впечатлениями от пребывания в Гагаузии. Да, хочу сразу же сказать, сколько у меня она тоже брала интервью. Посмотрим, попадет моя часть в этот большой репортаж или нет, который она делает про Молдову и в том числе и про Гагаузию, потому что Гагаузия везде звучит как угроза, да. Не сама Гагаузия, а тот факт, что Шор захватил Гагаузию, и как Гагаузию могут использовать против Республики Молдова. И вот Ирина Ромалийская сделала 2 поста у себя в Фейсбуке. Первое впечатление от того, как она общалась с председателем Народного собрания Дмитрием Константиновым, который считает, что по Ахмадзиду была пущена западная ракета. Я так понимаю, что он считает, что Запад пустил эту ракету. Голландская, по-моему. Голландская, что-то она там, да. Он так считает. Значит, Дедушки, слушай, хорошие разведданные. Получше, чем у Ми-6. Да, а вот также она пишет, что, по мнению дедушки, да, война началась потому, что Франция, Германия и Украина планировали вторжение в Россию. Все хором. Все хором. А что хотели сделать? Да. Вторгнуться. А дальше? Ведь я не знаю, да, что пытался этим дедушка сказать. На идиота он не похож. Слушай, старый, пожилой, уважаемый человек, много лет занимающийся бизнесом, он не может быть идиотом, дураком и каким-то не читающим человеком новости. Не знаю, насколько он читающий, да, но новости он смотрит. Просматривает, да, 100%. И там и другой интересный момент. Значит, Петр Пашалы, который-то интеллектуальная элита Гагаузии считается, вот она приводит, значит, у себя часть его биографии. Петр Пашалы учился в 3 вузах: аграрном университете Молдовы в 70-е годы он закончил, политологом учился в Киеве в конце 80-х годов. И он кандидат исторических наук, получил кандидатскую в Москве в 2000-х годах. И вот он преподает в Камарадском государственном университете. Значит, добавлю, что он некоторое время возглавлял научный центр
имени Маруневича в Камрате, да, это такое некое подобие Академии наук гагаузской, такая маленькая, да, которая должна заниматься продвижением гагаузского языка, исследованиями в области истории гагаузов и так далее. И вот там возник такой курьез. Петр Пашалы что-то там заговорил про мировое правительство, да, про то, что Путин Вот молодец. так. Подожди, я же помню, да, наш выставлял это кусок интервью. Да. Что, про то, что Путин молодец, про то, что он бы с ним сфотографировался и так далее и тому подобное. Ну, естественно, она ему задает вопросы вот насчет там Буча, вы слышали про все это и так далее. И он, видать, в один момент понял, что он как бы уже, просто-напросто... Есть такое лекарство, да? Запиздин. Не принял. В общем, он понял, что он как бы попал и начал угрожать ей, я так понимаю, да, что вот как бы ты угрожать судами, мол, ты как бы не публикуй, а отправь мне перед публикацией, и если бы я одобрю, то ты опубликуешь и так далее и тому подобное. А если нет, то если не одобрит, то что? Ну, я не знаю. То что? Ну, как бы молдавское законодательство предусматривает. Да, мы же не в Чеченской 100%, автономной республике находимся. Мы в республике Молдова, да. И закон о свободе слова предусматривает, что если ты как бы... Есть такое понятие презумпция понимания того, что если ты общаешься с журналистом под камеру, то ты как бы все, что сказано тобой, будет опубликовано. Ну, может быть опубликовано. И журналист не обязан с тобой это согласовывать. Если что-то сказал на камеру, да, или там на диктофон, тебя предупредили, что ты разговариваешь с журналистом, то ты должен понимать, что все это может быть опубликовано. Но Петр Пашал, наверное, этого не понял. Несмотря на то, что... 3 высших образования, где что-то понимать. Одно лучше другого. Интеллектуальная элита, ты говорил, да? Да. В Гагаузии. Ну, наверняка сам себя так считает. Ну, я думаю, что не только он считает. Мало людей возглавляли научный центр, преподают в Камрадском госуниверситете. То есть, конечно, интеллектуальная элита. Но иногда бывают такие элиты, уже в сторону и от господина Константинова, и господина Пашалы. Есть такие люди, обычно они политикой занимаются, и вот по отношению к ним в общении с журналистами действует принцип «ссы в глаза, божья роса». Все, что угодно тебе может говорить журналисты, и, собственно, Ирина Ромалийская этим и занималась, задавала совершенно простые, можно сказать, примитивные вопросы. Кто начал войну в Украине? Ну, казалось бы. Ну, кстати, на этом же вопросе завалился и Дадон, да? Она задала ему вопрос, по-моему. Да, она говорит, опять 25, опять да. Вы все начинаете про это говорить. Они на простой вопрос не могут ответить. Не могут, элементарные вещи. Алло, элементарные вещи. Ну, кто границу перешел? 6 фронтов атаковали Украину. Люди с высшего образования. 24 февраля. Да. Кто это сделал? Голландские ракеты это сделали. Кто это сделал-то? Кто? Немецкий? Таурус, да? Наверное, да. Англосаксонские и прочее. Кто это сделал? Ну вот. Но это все потому, что Украина хотела напасть. Зачем? Украина, окей, я бы готов признать, мировое правительство спровоцировало Украину на то, чтобы она хотела напасть. А чуть дальше вот подумать логически, выстроить линию. Она для чего хотела напасть? Чтобы что? Забрать Ростов. Окей, я понимаю, Украина без Ростова, ну никак. Забрать Белгород. Окей, понимаю, Украина без Белгорода тоже никак. Но это же нигде не звучит, что Украина хочет забрать Ростов. Нет. Что Украина хочет забрать Белгород. И никто в Украине Орел. никогда не озвучил. Никогда. Никто никогда в жизни. Зачем это нужно? Ты знаешь, очень еще в этом контексте, опять же, да, мы говорим про интеллектуальную элиту, вот эти вот нобелевские лауреаты подписали же письмо, да. 50, да, там или сколько? Да, 50 нобелевских лауреатов подписали письмо, призывающее стороны прекратить огонь или прекратить боевые действия. И тут возникает вопрос, что не так с этими нобелевскими лауреатами? Ну, как слона они не приметили, нобелевские лауреаты. Как можно сравнивать в этом случае Россию и Украину и называть их, уравнивать их в данном случае, да, Россию и Украину, да? То есть, никак нельзя уравнивать. Потому что, во-первых, да, если Украина сложит оружие и прекратит защищаться, то Украина будет оккупирована. То линия фронта будет сдвигаться на запад и пододвигаться к Киева, да. Потом и Львова. И потом Кишинева и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, Украина никак не равна в этом вопросе России. Россия ядерная держава. С крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Да. У России гораздо больше населения, у России гораздо больше территории. То есть и России со стороны Украины вообще ничего не угрожает. Как вообще в этом случае можно сравнивать агрессора и жертву? Как бы это, мне, честно говоря, вообще не понятно. Что не так с международной? Они не разбираются в молдавской политике точно, а и в российско-украинской тоже. Они, наверное, занимаются наукой, и тут прислали им письмо на подпись, и они не смогли отказать. Миру мир же, да? Миру мир.
один из явно авторов был тоже Нобелевский лауреат, владелец, издатель «Новой газеты» московской, господин Муратов. Да. Миротворец. Ну, то есть, конечно, прекращать войну неплохо бы, но неплохо бы спросить об этом президента Путина. Может быть, харе бомбить детские больницы в Украине? А президент, которого спровоцировала Украина. Ты не провоцируйся, дятел. И почему они не адресуют это письмо Владимиру Путину? Ну, первый адресат, по-моему, очевиден. Да, абсолютно. Да, и насчет ответственности за те преступления, которые были совершены. Вот, ордер это международного суда, куда его деть? Он же уже он есть. Не на Папу Римского выписан, не на Далай-ламу. И кто там третий фигурирует в списке адресатов? Они адресуют свое это письмо, в первую очередь, Папе Римскому, Далай-ламе, ну и кому-то еще. Но не Владимиру Путину. Но не Владимиру Путину. А что так? А что так? Не знают, наверное, тоже не разбираются, кто возглавляет Российскую Федерацию последние четверть века. И уничтожил всех политических оппонентов. Ну да. Немцова, Навального, а до этого журналистов и так далее. И главное, нет осуждения, понимаешь? Нет осуждения этих преступлений, которые совершила Россия. Было другое письмо нобелевских лауреатов несколько месяцев тому назад, по-моему, в феврале-марте. И там как раз была гораздо более определенная и более жесткая позиция. Более смелая, да, такая? Да, Путин там назывался, и про факты, широко известные всему мировому сообществу, всему цивилизованному миру, там вполне отчетливо говорилось. Менее было заметно это письмо, но журналисты о нем знают, а те, кто хочет найти его, Google в помощь, все есть. Ну, мы отвлеклись от ситуации в Гагаузии, это важно было подняться на другой контекст, показать, что... Но Гагаузия, конечно, в этом плане, да, что называется, в очередной раз разочаровывает. Речь идет о людях, которые занимают важные посты, и те, кто считаются элитой, да. Это очень печально, очень печально. И надеемся, что ситуация изменится в ближайшем, или, может быть, среднесрочной перспективе, в ближайшем будущем или среднесрочной перспективе, и что-то начнет меняться в умах, в том числе и тех, кто считает себя элитой. Но наверняка есть люди, которые просто мало говорят, которые думают иначе, прекрасно понимают, кто агрессор, прекрасно понимают, кто жертва, и прекрасно понимают, кто стрелял по Ахмаддиду. Ну, понимаешь, это мы, люди, молдавские журналисты, закаленные и привыкли уже общаться с вот этим контингентом политических элит, что в Гагаузии, что в Кишиневе, там особых разниц-то не наблюдается. Сложные и странные люди находятся и там, и там, и там, и где только угодно они могут проживать, баллотироваться и искать своих избирателей. А иностранные журналисты, которые интересуются всерьез политической ситуации в Республике Молдова, приезжают сюда знакомиться и изучать этот вопрос, они, видя этот кошмар, к которому мы-то, в принципе, привыкли, люди шокируются, поднимают брови и говорят: боже мой, что у вас тут творится? Что это за рожи? Что они несут? Откуда Украинский они акцент я включаю, да? Что это такое? Что это такие, да? Да, и тут очень важно, безусловно, есть другие люди, но очень мало людей высказываются по этому поводу, в том числе и в Гагаузии. Если бы больше людей высказывало свое мнение, те, которые, трезво оценивают ситуацию и понимают, кто агрессор, кто жертва, и кто пересек границу Украины 24 февраля 2022 года, важно, чтобы эти люди высказывались, публично высказывались, высказывали свое мнение, тогда, может быть, ситуация может выглядеть не такой безнадежной, как она выглядит сейчас, имею в виду в Гагаузии. Друзья, мы прервемся, это в качестве резюме было, да? Мы прервемся на короткую паузу, или можем здесь продолжить по поводу Ахмаддида. По-моему, это там тоже небольшой факт. Да. Стал известен после визита Кристины Герасимов в Киев. Да. Она сообщила, что в больнице во время как раз атаки российской, напоминаю, для сомневающихся, ракеты по детской больнице. Российская ракета. Российская ракета, не нидерландская, ни какой-либо другой российской ракеты. Х-101, да? Х-101. Х-101, да, небольшой специалист. Да. Я тоже, но просто слышал. Да. Я слышал и видел, как она выглядит. Заснято несколькими камерами. Расследование разведок сделано. Расследование Беллинкета, по-моему, сделано. Это российская ракета. Это российские жертвы. Это молдавские дети там лечились. Это факты. Были на операционном столе как раз в момент атаки.
И никто из этих кандидатов, которые за мир в Республике Молдова, За мост между Востоком и Западом. да, ничего не сказали по этому поводу. Даже не высказались. Ну, не заметили. Тоже не заметили. Даже У них очень какое-то вот косоглазие. Как у зайцев после После чего? весны. Кролики. Кролики. Ну что ж ты все путаешь? Зайцы — это животные дикие. Дикие, да, кролики яркие. домашние, да, А да. кролики, они же вот, вжих-вжих в вольерчике. Извини, да. Тут. Ну, в общем, да, очень важно быть не косоглазым в политике, да, а смотреть прямо и трезво оценивать ситуацию. Приподоткрыть глазки. Да, чуть-чуть. Хотя бы. Да. И Уже увидеть. достаточно. Уже надо увидеть и трагедии, увидеть новости. Они 2,5 года, новости идут каждый день сплошным потоком, и новости жуткие, новости страшные. И несколько сотен тысяч человек на сегодняшний день, они так и погибли. Российских военных и невоенных, украинских военных и мирных жителей. Ну, это факты. И первый человек, который несет ответственность за всю эту ситуацию, это... Владимир Путин. Как ни странно. Да. Как ты узнал, Михаил? Ну, я просто слежу за новостями. Профессиональная деформация. Да. А Ирина Влах никак не может это понять или, не знаю, признать. Она про 360 градусов открытая, да, ну никак не может уяснить, что уже и по молдавским детям стреляют, которые едут в Украину получать лечение для того, чтобы продлить свою жизнь, да, вынуждены бы оказаться там, потому что там оказывают хорошие, качественные услуги. Они побывали там, но из-за того, что Путин стреляет по Украине и попал ракетой по Ахмадиду, они попали под обстрел. Но наши политики, которые появляются как кто? Кролики после... Плодятся, как Плодятся, кролики да. весной. Весной. Не замечают этого. Не замечают. Их политическая кредо никогда. Никогда что? Просто Не замечать. никогда. Никогда не замечать. Есть политическая кредо never again, да, то есть никогда снова, да. А у них, про войну, про зверство и так далее. Про Холокост так говорят never again, да. И про Вторую мировую войну так говорили never again. А у них никогда не замечать то, что делает Путин. Не обращать внимания, будто этого не существует. Ну и искать себе последователей, свой электорат, своих избирателей в надежде, что подобных же слепоглухонемых не в медицинском, а в моральном и политическом смысле людей будет все больше и больше. Но мы будем просвещать. Будем просвещать, помогать людям. По мере сил, по крайней мере. Да. Со здравым смыслом, честно, и с долей иронии. Без нее никуда. Да, абсолютно. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся. И я ее не объявил, не заявил эту тему, но мы поговорим о том, как советник ГУЦУЛ Михаил Влах очень любит поездить по Европам, хотя в своих выступлениях, политических дискурсах всячески клеймит Европу и называет ее всякими некрасивыми словами. Но почему-то не брезгует туда ездить и проводить время там, отдыхать и тратить деньги, главное. А чьи узнаем после короткой паузы. Ну что, друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. И вот у нас осталась последняя новость на сегодня, да, в нашей подборке. Михаил Влах, советник Евгений ГУЦУЛ, бывший председатель наблюдательного совета ГРТ, который успешно слил это ГРТ Илону Шору. ГРТ — это общественная радиокомпания, региональная общественная. То есть он из журналистов? У него даже корочка журналиста есть, он закончил. Вау. Окончил Камрадский государственный университет по специальности журналистика. Понимаете, он дипломированный журналист. И вот он стал советником Евгения ГУЦУЛ по связям с общественностью или по связям со СМИ, если я не ошибаюсь. И наши коллеги, не дипломированные журналисты, но очень хорошие журналисты, тем не менее, да, несмотря на это, хотя корочка не определяет, да, качество. У меня, например, корочки журналистской никакой нету. Да, в общем, обратили внимание на то, что Михаил Влах в этом году уже 4 раза побывал на отдыхе. Пацан к успеху шел, и пацан пришел. Пацан пришел. И, значит, в марте он побывал на Мальдивах. Значит, в апреле он побывал в Милане. В июле он побывал в Турции. И где-то он там еще был в Греции, если я не ошибаюсь. Да, январь в Греции. Январь Греция, март Мальдивы, апрель Милан и июль Турция.
Он, наверное, дохренища работает, что он так устает. Мы писали, наши пальчики устали, да, вот он примерно так. Значит, и потратил он на это, ну, примерно 500 000 лей, 500 тысяч примерно, да, под самым нашим скромным подсчетом, подсчитали коллеги. И очень интересно, при этом он, значит, активно задвигает Зашора, выступает на митингах, защищает Гагаузленд и так далее. Ну, в этом как бы проблемы нет, он ведет свою какую-то политическую активность. Ну, откуда бабки? Откуда бабки? И проблема, конечно, в том, что он ведет ее в пользу человека, ограбившего нашу страну, укравшего миллиард. А что? Может быть, оттуда бабки? Да, и который находится в стране агрессора, я имею в виду тот лидер политический, в пользу которого он ведет всю политическую активность. Михаил Влах тоже поддерживает Россию, уверен, поддерживает и агрессию Путина, да, в отношении Украины. Значит, и вот оказывается, что это все очень прибыльно в случае с Михаилом Влахом. Злые языки уже намекнули на сумму в 10 тысяч евро ежемесячно. В конверте ты имеешь в виду? Ну, наверное, не на карточку. Мир перечисляют ему их. Если мы вот сейчас без фамилий, да, и про сны. Говорят злые языки. Да. Про 10 тысяч евро в месяц. А слушай, на 10 тысяч евро можно не только на Мальдивы летать. Можно, да. Я бы в Антарктиду бы прилетел. Но почему не в Сочи? Вот, да. Курорты Краснодарского края. Да. Или Баренцево море. Ну, Или Золотое кольцо России. Почему нет? я там не был. Рекомендовать не могу. Даже Михаилу Влаху не будешь рекомендовать, да? Ну, слушай, там, да, может быть, неплохо, но не при Владимире Путине. Это понимает Атмосфера в стране даже Михаил какая-то- Влах это понимает, да. Да, и как-то спокойно справляется с Миланом. С Грецией, с Турцией, Мальдивы. Мальдивы, наверное, самая большая статья расходов. Да. Далеко лететь, мы высоко про что? лететь. Мы про цинизм. Ну, я и про Действиях коррупцию. этих. чё ж, И про коррупцию, да, это самое. 500, если вы посчитали и минимум 500 тысяч леев, 500 тысяч леев, ну, это довольно серьезная сумма Абсолютно. для провинциального, не особо заметного чиновника. В конце концов, ну, советник Башкана. Ну, Прям Мария- скажем, не Мария вице-президент Марья Тряба, да. США. Абсолютно. Какая у него зарплата? Ну, я не знаю, в должности советника он, наверное, получает, 10 тысяч. 10 тысяч, ну, 15 тысяч, Ну, давай. максимум, да. С надбавками за знание языков. С надбавками за курочку журналиста. За корочку у журналиста еще одна надбавка. Но 500 тысяч потратить только на отдых. Слушай, он же в перерывах между отдыхами, он же кушает, писает, одевается как-то, отплачивает коммунальные Всё это стоит услуги. деньги. Это все стоит денег. Где Да. деньги-то? взяты? Откуда? Столько денег. Откуда дровишки? Вот мы, в принципе, об Может быть, этом... Ирина, не Ирина, как госпожу Драголин зовут. Вероника. Вероника Драголин. Обратить на это внимание. Ну, вдруг. А вдруг, да. Ну, в общем, да, мы про то, что мы про коррупцию, по большому счету, да, про то, что эти люди тратят деньги и не могут объяснить источники их происхождения и продвигают совершенно чуждую и невыгодную Республике Молдова и нашему обществу повестку. Ну, это по твоему мнению. Это по моему мнению. Может быть, и по моему тоже. Ну, да, пахнет тут еще и таким лицемерием, наверное. Бабушки там у него, бедные голодающие бабушки звучат в разговорах, которые что там не видели молоко, яйца, рыбу, мясо. Ну так накорми бабушек. Ты видишь голодающих бабушек, накорми. Корми. Из 500 тысяч леев, потраченных на Мальдивы и Миланы, Кстати, мы ни разу не Можно? видели, чтобы он постил в Фейсбуке, как он помогает бабушкам вспомнить вкус мяса. мог бы, да, купить, в конце концов, торбочку. Сколько мяса стоит? Ну, не знаю, 100 леев. килограмм, да. Да, не так, чтобы запредельная сумма. Он еще Европу называет Европой и очень себе с удовольствием ездит по Миланам, да. Вот мне просто Ну, с интересно. бронещитами, наверное, спереди и сзади. Никто... Ходит по Миланам и сторожится, боронится. Бронепамперсы. Не боится? Понимаешь? Ну, слушай, смелый человек. Смелый. Смелый и отважный. Отдать должное нужно ему. Да, за это. что нет? Нет, что ли? Во-первых, потратить столько бабла на отдых, ну, это, конечно, пошлятина. А он может. Да. Может. А во-вторых, в логово миланских кутюрьей приехал наш гагаузский активист. И не боится он кутюрьи. И вообще не боится. Не боится. Смело ходит по Милану, понимаешь?
заходит в молы, смотрит на распродажи, наверное, говорит, нет, не буду покупать. Небось, бросил вызов. Вот он я. Нет. Нет, ну, Нет. это, Михаил, ты начинаешь углубляться. Не будем. Не надо. Не будем. Что ж, надо. Зачем? Друзья, благодарим вас за то, что вы были с нами сегодня. Это был подкаст «Этого не вышки таскать». Вы знаете, где нас смотреть. Это YouTube канал Nonfiction Святченко, YouTube канал Нокта. Вы можете слушать нас на Apple Podcast и Spotify Podcast. И, друзья, ставим лайки, делимся и не забываем комментировать. Иван, благодарю тебя за этот эфир. Увидимся на следующей неделе. В это же время. До свидания. Пока.